Короче, дела идут. Накормил собак, как и прошлый раз. Все то же самое, с хлебом первоначально. Из продуктов практически то же самое. Второй раз тоже не будем показывать. Только дополнительно огурцы и помидоры я еще привез. Жалко, что забыл еще бич-пакет взять. Ну, я не знаю, почему из головы как-то вылетело. Все собирал, рюкзак. Вот что-то я достаю, собираю. В голове сейчас еще надо бич-пакет положить. И все, забыл. Хоть что ты сделал. Ничего уже не сделать. Все, ты уже в тайге. Что привез, тем и пользуйся. Ну, привез консервы дополнительно также. Творог литр. И все продукты, в принципе, все есть у меня. Чай еще не закипел. Сейчас термоса еще попью. И все нормально будет. Будем обживаться. Затопил печку. Костер на улице тоже горит. Там чайник поставил. Когда кипит чай, будем пить. Свежую заварку. Это разовый чай так себе. Ну, для отвода глаз. Это неправильный чай вообще. Невкусный. Я не знаю, из чего сделано. Ну так. Заваривает, что-то чернеет еще. А вкуса никакого нету. Вот. Что-то сегодня у меня, я не знаю, что-то себя не так четко, в общем, чувствую. Сейчас, наверное, бахну и парацетамол. Что-то мышцы все болят, спина вся болит. Потому что сейчас ездил в город, говорю, в Нившеру, а там пол Нившера в больнице вчера было. Что-то какой-то вирус пришел, не грипп, а вирус какой-то. Вот. Кашляют, горло, температура, в принципе, я не знаю. Ну, у кого 39, у кого вообще нету, но кашель у многих. Может, что-то тоже, может, прихватил, я не знаю. Но сейчас, чтобы не забыть, я парацетамол сразу я выпью. Прям как-то себя не так хорошо чувствую. Ну, самое необходимое у меня всегда с собой есть. И парацетамол от головы тоже помогает. И от простудных заболеваний. Но много. Кому как тоже подходит вообще. У некоторых, я вот лично голова заболит, еще, думаю, расколется. Потом парацетамол выпью и проходит. Кому как помогает вообще. А пока не поздно тоже выпью, чтобы уже, блин, не прихватило. Может, давит погода. Фиг знает, что сегодня творится на улице. Хреново вообще. Хреновое начало, посмотрим, как пойдет потом. А по всему остальному все без изменений, ребят. Вот бывает так в фильме все однообразно. Но жизнь такая и есть ведь. Если, скажем, только в другие места пойдешь, а то же самое, тоже готовка, тоже самая еда, но вот интересные новые места. Сейчас вот в этот поход, конечно, я также буду, скажем, схожу по старым тропам и дополнительно еще буду ходить по другим местам. Для разнообразия и для собак, и для себя, для интереса, чтобы было не по одной тропинке топтаться весь поход, а будем ходить по другим местам. У нас неделя, больше времени нет, все. Неделя и да, ну, ничего не сделаешь. Вот, ну сколько я месяц, самый максимум я один тоже вот, ну промышлял, охотился, ну
как посмотришь, вот счастливые люди, я смотрел, на 3 месяца уходят охотники в такую даль. Риск. Это риск там идет. Потому что, ну вот, поедешь, нормально все, а со здоровьем всякое может быть. Там уже точно никто не спасет. Вот такие дела. Ничего, пройдет. Как пойдем в тайгу, потом все выйдет. Не раз бывало там, блин, тоже температура бывает там, в тайгу ходил. Тайга помогает, должна помогать. И может сейчас тоже все нормально станет. Но сегодня, вот именно сейчас, вот в данный момент у меня, ой, такая ломка идет. Сейчас яйцо покушаю. И сварю суп. Сперва суп сварю. Так, конечно, печь как это надо было бы. Это на скорую руку, когда лень что-то делать, варить. Угу. Такие ерунды я редко с собой беру. Огурцы еще взял. Каждый грамм у меня на счету, я лишнее не таскаю. Такое вкуснятиной можно дома кушать. А, сегодня груза не так много было. В общем, ребята, сейчас немножко перекусить надо. И дальше готовить еду. Постелить белье, мой матрас. Новое белье привез. Ну, постирал. Отвозил вот у меня в пакете. Постирал в стиральной машине. И новые простыня там. Старые поменял, в общем. Ночлежку буду готовить. И готовиться к завтрашнему дню. Завтра выйдем на охоту. Посмотрим, как получится, что получится. Прошлый поход, ребята, я обещал привезти степлер. И вот такие полторашки я, разрезал там. Вот такие стенки от полторашки, более прямые, где вот. И у меня тут государственная граница будет. Граница Олега. Вот смотрите, я тут прибил уже степлером. О, видели? Здесь вот, до сюда. И по периметру вот там. Тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык. О, видели? Это от мышей, ребят. Чтобы на стол они не лезли. Они на полторашку точно не полезут. Скользит все. И вот тут уже я обхватываю вот эту стойку. И дальше до сюда как-то. Здесь прибью. И не знаю, потом вот. Ну, могут они с потолка спуститься. И на нары, чтобы не лезли. Вот. Надо бы еще здесь также прибить. Бывают продажи там типографическая фольга или я не знаю, что-то в этом роде. Даже у нас крышу забивают этой фольгой. Крышу делают, кроют. И вот эту фольгу бы мне прикупить, не знаю, где это продают. И тоже вот все здесь, полоску. Полностью не надо прибивать. Там плесень может там появиться или еще. Проводка, электричество у меня, избушка даже есть. И прибить такую полоску, сантиметров 10, чтобы не лезли, они скользит там через эту фольгу, не полезут.
буду бороться как-то, хоть, ну, все равно они будут лезть. Но главное, чтобы не лезли во время моего присутствия. Я вот, скажем, я все здесь оставляю, хлеб, сахар, ложки, там, кружка. Приду с охоты, а, блядь, тут говно везде кругом. Вообще некрасиво так. Вон они. Срач там оставляют. А сейчас у меня, не знаю, там штук 20 таких заготовок из полторашек. Что получится, сколько хватит, я прибью, а здесь вот обязательно вот тут надо, чтобы с этой полки не лезли. Они хитрые, они лезут, блядь. Отсюда вот также здесь надо тоже прибить. Потому что они вот здесь пройдут и пешочком, мелкими перебежками к нас учили. Ох. Вот так. Ну, будем бороться потихоньку. Буду прибивать. Ну, пока у меня там на костре. Ай, костер потухнет. Здесь у меня каша для собак варится. Немножко уже в избушке тепло становится. Ну, каша варится. Главное собак накормить тоже. Им каши пока хватит. Нормальная еда. Корм. А там у меня все в дыму. Доски привез также сегодня. Ну, остатки от этих горбылей, там, вон, какие материалы. Все может пригодиться в тайге. Все. Можно мышеловку сделать или же, как сказать, если для куницы там форму, ну, бала называется. Не знаю, как по-русски, ну, куда шкурку надеваем, сушим. Это можно сделать из этих штучек. Вот так. Погода немножко проясняется. Вон и солнце выглядывает. Так. Морковку сегодня я еще закину. Не люблю я этой штучки морковки, блин. Лукчик. Морковчик. Такие слова вообще я не уважаю. Не люблю. Ну так. Привез, закинул. Сейчас консервы закину и пачковый суп. Ну, обычный универсальный суп сегодня сварю. Что я буду заморачиваться на большее. Тут бардак у меня, вон, смотрите. Постелил уже свое, где я буду ночевать. Такой матрас, он, видите, на буране. Приволок я сюда. И здесь я отдыхаю. Тут у меня тоже бардак. Надо творог вынести. И буду суп варить вообще. Вот так, суета. Вот первый день всегда надо по-быстрому. Блин, и тут говно, везде говно этих мышей. Первый день всегда что-то надо делать бегом. Так, все, ладно, пока некогда пиздеть, надо варить, готовить и прибью я эти штучки еще. В общем, занимаюсь своим делом. Быт сегодня, первый день. Быт возле избы. И в избе также. Решил на вечерней зорьке еще покидать спиннинг. Ну, немножко порыбачим. Тясик. Тишина. Так, короче, нифига. И решил я сходить еще на дальнее озеро. Короче, поменял уже второе блесну. Такая СССРовская. Или по перестройке еще такие продавали. Ну, играет вроде. Колебалка так. Туда-сюда бегает. Но или рыбы нету, или жора нету. Что-то ни одного подхода не было. Красивые сосны тут. Ой, сосны, говорю, ошибаюсь. Березы.
любуюсь, хожу тут. И на материал, вот скажем, если сколько можно топорище сделать там. Да любое, что по желанию. Из березы много чего можно сделать. Из бересты туиса там плетут всякие поделки делают. А из самой березы тоже вот много чего можно сделать. Ну я обычно вот прямая береза вот начурка. Че она рванула такая? Тулан там. Че она куда убежала? Или рябчики, или хрен его знает. Короче, вот скажем, из этой березы можно там топорище сделать. Очень много. Так. Не понял, тут зачесы. Фу. И между прочим, как сказать, свежие еще. Буквально неделя или дней 10 прошло. Может и месяц, не позже. Вот здесь кормился лось, ребят. Кормился. Это рябина. Рябину он что-то ел. Рябина, береза, рябина и черемуха. Вот так. Он топтался тут. Топтался. Но чтобы встретить как-то не получается. Уже сколько охотимся, второй раз приехали. Ну тут на это уже чуть-чуть старовато. Ну, месяц, наверное, уже точно прошла. Туланчик. И вот наше озеро. Как и говорил, не так далеко. Так. Не знаю, что-то я видеокамеру взял, чтобы хоть заснять свою рыбалку, но думаю, только я... О, блин, лосятина это как воняет, блин. Чувствуется. Ходили тут, бродили. Я сейчас уже начал определять, где лосятина там была или медведи. В принципе, чуть-чуть различия уже, понятие какое-то имеется. Опа. Не знаю, вон какой-то маленький окушок, наверное, ушел вон. Но у меня большая блесна. Но в принципе, если есть, то может и попадет. Ладно, порыбачу, сейчас попробую. Если ничего не поймаем, нас никто не держит тут. Собрали удочки и бегом домой обратно. Тулан помогает мне. Нет, ребят, я, наверное, только жгу. Карта памяти. Бесполезно снимать что-то. Ладно, дальше, наверное, пока не буду снимать. Если что-нибудь поймаю, покажу обязательно. А так, пока покидаю, посмотрим, может кто и клюнет. Ребят, удача улыбнулась мне. Вот какой щурек мне попался. Сантиметров 35, наверное, не больше, но на уху самое то. Вон тулан смотрит. Жалко, камера была выключена. Я уже возвращаюсь в избушку и последние забросы делаю. И вон, удача. Вот такая щучка вообще. Угу, нормально. На 4 номер. Мепс. Щучка. Самая вкусная. Не крупная, но самая вкусная. И желудок, я смотрю, не полный.
Там что-то хрустит. Что-то жестко там. Кто-то там шумит, ребята, за озером. Какие-то шумы там. Вон там. Что-то собаки вроде как спокойно ведут себя. Под камеру ни хрена. Ни одного подхода. Вообще начался дождь, вон как видим. Дождь идет. Я сейчас прекращаю съемку и уберу камеру. Жалко, конечно, такой хорошая щучка так водила туда-сюда. Все. Нет. Не хочет на камеру сниматься. Да, ребят. Не хочет. Да. Ладно. Ладно, прекращаем съемку, ребят. Пошел дождь. Убираю камеру. Хреновое дело вон. Погода портится. Кака, Тулан, поспать. Нельзя. Мясо мое, кости ваши. Поделимся. Ух вы какие шустрые. Шустряки. Я держу обратный путь. Ну, тут уже немножко осталось конец этого озера. И до другого конца тоже не ходил. Потому что скоро уже начнет темнеть. Решил обратно возвратиться, короче. Обратно возвратиться на избу. Одного окушка говорю. Щучку поймали. И больше ни одного подхода не было. Ружье, конечно, или карабин. С собой таскать надо для безопасности. И может кто выскочит подстрелить. Но на рыбалке так она мешает. Вот это уже лишнее для рыбака. Это 100%. Если бродишь еще, места меняешь там, закидывать, что, короче, торчит, мешает. Вот так. Ну все. На этом, наверное, день будем заканчивать. Все уже от избы, наверное, вряд ли куда пойду. Вот и день прошел. Быстро что-то. Все быстро проходит. Все с деревьев это золото сейчас там на земле. Вон как, все желто. Раньше так придешь на избушку, снег выпадет, потом растает. И так просто отходишь, а зайцы уже белые сидят. Издалека ты их увидишь там. И добываешь. Подстрелишь и нормально. Охота на зайцев. А сейчас их нету у нас. Ванчик прискакал, айда не знаю где. Что-то куда-то разбежались все. Вот такие делишки. Еле-еле видна тропинка. Даже вот просто не спеша иду, на глаза попала тропинка. Это бывшая тропинка на старую избу. Очень старая тропинка, вон как нюхтит Тулан. И айда тоже. Ну, видно, что кто-то тут
ходил, бродил, но айда, это 100%, наверное, рябчики тут были. Потому что айда так виляет хвостом, это уже 100% боровая дичь. Ну, может, белка еще может быть. И тулан как шустро он работает. Очень даже активно. Удивляет меня. Шустро бегает, ищет, нюхтит. Это хорошо. Пускай ищут. Да, тулан? Давай, ищи. Молодец. Ну, может, кто-то действительно ходил, тут бегал. Но из мелких, не лось, не медведь. Это здесь. Или пушные зверьки, или же рябчики. Если крупные звери, айда, припущенный хвост и буквально 2 метрах от меня. Это уже опасность. Это уже знак опасности. А это сейчас хороший знак. Без волнения, без суеты. Что-то нюхтит, вон как. Вот так и работают лайки. Ищут. О. Так ищут, вон. Видели? Ищут. Тулан тоже резво бегает туда-сюда. Как я заметил, он более на пушного, но он белку вот залаял. И на крупных зверей. Ну, на боровую дичь пока. И глухари, вот ситуации были уже. Глухари там ворчат, трещат. Ноль эмоций на них. Не знаю, в какую сторону пойдет. И да, это так, сыроватый он еще. Не определишь, какой он еще будет. Это в следующем году я вам, если все нормально, скажу, уже может что-то даст, как-то кого-то залает или будет работать. А в этом году это так, пробная версия. Ну, пускай удивляет меня, пусть залает кого, любого, хоть куницу, хоть лося, это без проблем, пусть лает. Вот так и нюхтят они. Поздно, ребята, здесь уже никого нету. Уже все ушли. Не будут вас ждать тут. Вот так. Ну все, ребят, встретимся, в общем, на избе. Не надо идти. Да. Нюхачи. Нюхтят. Дождик хоть прекратился, но лес вообще сырой, ребят. Не знаю, на камеру не видно, конечно, но вот все блестит, вот висят, прям висит все. Дерево вот в воде. Прям в воде. Так, сейчас подожди. В сосульках в воде. О, сейчас сыро. Сейчас сыро, и если сейчас резко заморозки будут, все будет шуметь. Вообще нехорошо будет. Тулан, успокоились? Нет, ищите. Ищите, да. Давай, искали. Ищите. Для вас я и держу, чтобы искали, помогали, радовали меня. Вот самые хорошие, верные друзья. Никогда не продадут. Это 100%. А так вот, люди, друзья, друзьями, скажем, на охоту там, в жизни там, но у многих 90% предают друг друга. Предают. И сегодня друг, завтра вообще ты уже не друг или враг. А собаки, они верные. Сучки вообще, сучки нет, там им вообще нет слов, они до конца верные. А кобыли, конечно, чуть-чуть могут предать, если возле них сучка пробежит. Да, Тулан? Всякое может быть. Стою, болтаю, надо идти.
Ладно, все. Пошли на избу.